Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 36 лет назад Владислав Арзенба выступил с докладом о ситуации в Абхазии на втором съезде народных депутатов СССР. На защиту Родины в Минобороны состоялась торжественная церемония приведения к присяге новобранцев абхазской армии. Первый российский канал снимает в Абхазии несколько эпизодов сериала «10 историй о любви и смерти». День в истории Абхазии 2 июня 1989 года, ровно 36 лет назад, на втором съезде народных депутатов СССР с докладом о ситуации в Абхазии выступил Владислав Арзенба. Он открыто рассказал общественности Советского Союза о политике грузинизации Абхазии при Сталине и Берии, а также о современной ситуации в республике. Без учета интересов малочисленных народов немыслимо решение общегосударственных задач, заявил тогда Владислав Арзенба. Видеоархив Владислава Арзенба. Решение общегосударственных задач немыслимо без учета проблем и интересов всех регионов страны, независимо от того, где они находятся. Я обращаю внимание на эту проблему потому, что в этом зале прозвучало всего несколько выступлений, затрагивавших проблемы малых, точнее, малочисленных народов. В основном здесь шла речь о союзных республиках, о перестройке их взаимоотношений с центром и расширении их прав. В этой связи нельзя не сказать о том, что воплощение в жизнь идеи о, возможно, большем суверенитете союзных республик, сильных союзных республиках, вызывает, как мне кажется, определенное беспокойство у всех тех народов, которые не попали в число 15 сильных, общее число которых даже в этом зале составляет 50. В целом же в стране их еще больше. Часть из них имеет свои формы национально-государственного устройства, а другие лишены каких-либо форм национально-культурной автономии. Более того, возникает масса проблем для национального населения, живущего за пределами своей национальной территории. Отсюда следует, что перестройка межнациональных отношений должна охватывать весь комплекс проблем. В противном случае неизбежны серьезные осложнения, острые конфликты на национальной почве. 1 июня президент Бадра Гунба поздравил соотечественников с Международным днем защиты детей. Этот праздник напоминает нам о нашей первостепенной ответственности за будущее и благополучие наших детей, говорится в поздравлении. Глава государства выразил слова благодарности и признательности всем, кто ежедневно вкладывает силы и душу в воспитание и защиту подрастающего поколения, а также всех тех, кто выбрал смыслом своей жизни и профессии заботу о детях. Президент пожелал народу Абхазии мира, добра и благополучия, а юным гражданам крепкого здоровья, успехов и исполнения заветных желаний. Абхазия самостоятельно покрывает расходы на электроэнергию республики в летний период. Однако зимой власти ожидают дефицита мощностей, сообщил ТАСС президент Бадра Гунба. Но, конечно, в зимний период у нас будут определенные проблемы, связанные с нехваткой электроэнергии. Занимаемся решением данного вопроса, проработкой, в том числе и с нашими российскими коллегами. Разрабатываем мы системные вещи на перспективу. Те вопросы, которые буквально уже через несколько месяцев встанут остро перед нашей республикой в рамках энергообеспечения, сказал он. По словам Гунба, энергетическая отрасль требует серьезных вложений. Мы обратились к руководству Российской Федерации на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным. Мы обсуждали проблематику, связанную с бесперебойным обеспечением электроэнергии нашей республики. Надеюсь, что то, что мы обсуждали в рамках встречи, получит дальнейшее воплощение в жизнь, отметил Гунба. Вопрос исполнения государственного бюджета за 5 месяцев 2025 года обсудили премьер-министр Владимир Делба с министром финансов Саидом Губас. Министр финансов отметил, что бюджетный процесс протекает стабильно, что позволяет говорить о том, что плановые показатели по доходам и расходам исполнены. Премьер-министр отметил темпы роста поступления доходов в республиканский бюджет. Очень рассчитываем, что они будут еще выше.
Рост в 155 миллионов рублей по отношению к предыдущему году – это положительный момент, но еще недостаточный. Важным фактором является контроль за своевременностью поступления средств в бюджетную систему, отметил Владимир Делба. Он подчеркнул, что приоритетными расходами бюджета являются расходы, связанные с финансовым обеспечением социальной политики государства, оказанием мер государственной поддержки в сфере сельского хозяйства и развитием отраслей экономики. Международная повестка дня, переговоры России и Украины в Стамбуле продолжались больше часа и шли на русском языке. Россия передала Украине проект меморандума по регулированию. Он подробный и проработанный, сообщил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле. Он заявил, что Россия и Украина договорились о самом масштабном обмене пленными. На следующей неделе Москва в одностороннем порядке передает Украине 6 тысяч тел бойцов ВСУ. Больные и тяжелораненые будут обменены по принципу «всех на всех». ВСУ обещали проработать предложение о прекращении огня на отдельных участках в ближайшее время, уточнил Мединский. Во-первых, мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6 тысяч замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров. Они хранились у нас. Мы все, что могли, идентифицировали, провели тесты ДНК, выяснили, кто они. И прямо организованно, специальными составами. Телефон молнии пониже. На следующей неделе эти тела украинской стороне передадим, чтобы они могли их по-человечески похоронить. Я не знаю, есть ли какие-то в нашу сторону, если у них есть какие-то тела с их стороны, мы тоже примем. Пока этого мы не знаем. Во-вторых, мы договорились о самом крупномасштабном последующий фонд. Все тяжело раненые, тяжело больные будут обменены по принципу. Это гуманитарный жест с нашей стороны. Во-вторых, по такой же формуле «все на всех» будут обменены молодые солдаты в возрасте до 20. При этом общий потолок обмена будет не менее 1000 человек с каждой стороны. Не менее 1000. Возможно, будет больше. Сейчас эти цифры подбиваются. Далее мы договорились о том, что будут установлены постоянные медицинские комиссии, на основании заключения которых стороны будут, не дожидаясь больших политических решений, формировать списки на обмен тяжело ранеными бойцами. Информация правоохранителей. Сотрудники СГБ Абхазии сопроводили за пределы республики гражданина России Утари Кубахидзе. В дальнейшем ему будет отказано во въезде в страну. Кубахидзе вместе со своей дочерью посетил Сухум, где снял видео и сообщил, что вернулся на родину спустя 33 года. Видео вызвало волну возмущения в социальных сетях. Сотрудниками службы государственной безопасности сопровожден за пределы Республики Абхазия гражданин Российской Федерации Кубахидзе Утари Георгиевич, 1962 года рождения, въехавший в республику по паспорту гражданина России. Гражданин Кубахидзе в сопровождении своей дочери посещал город Сухум, где участвовал в съемках видео, содержавшего лозунг «Вернулся на родину спустя 33 года». После появления видео, вызвавшего широкий общественный резонанс, последовала незамедлительная реакция сотрудников СГБ, которые прибыли в Гагарский район, где находился на тот момент гражданин Кубахидзе. Простите за дочку, за меня, за то, что она сняла, за то, что я тоже, не подумав, поставили в интернет. Простите абхазский народ за то, что так получилось.
Ввиду того факта, что подобные видео оскорбляют патриотические чувства граждан Абхазии, а также во избежание конфликтных ситуаций, дальнейшего накала в обществе, Кобахидзе был сопровожден сотрудниками службы госбезопасности за пределы Республики Абхазия в Российскую Федерацию. В дальнейшем во въезде в страну гражданину Кобахидзе будет отказано. В СГБ также предупреждают, что будут оперативно реагировать на подобные деяния. Троих жителей Галского района задержали в Гагре. Их обвиняют в грабежах в крупном размере, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. Группа лиц обвиняется в совершении 2 фактов грабежей в крупном размере. Фигуранты уголовного дела Хупени Лука Баадурович, 2006 года рождения, проживающий в городе Гал, житель того же города Речи Николай Манучарович, 2005 года рождения, и Гергидава Георгий Мамукович, 2003 года рождения, житель села Шашикуара Галского района, были задержаны сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагарскому району. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые, действуя единым преступным умыслом из корыстных побуждений в городе Гагра на улице Авицба, открыто похитили золотую цепь стоимостью 117 тысяч рублей у потерпевшей 1953 года рождения, с места преступления скрылись. После чего на улице Саят Нова ограбили гражданку 1993 года рождения, сорвав с шеи потерпевшей золотую цепь стоимостью 63 тысячи рублей. За что вас задержали? Сорвал цепочки. Сорвал цепочки. Где именно? В колесо, рядом колесо обозрения. Спрятали куда? В отеле Фиджи под кафелем. В отеле Фиджи под кафелем. В результате дальнейших проведенных оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанных лиц при осмотре помещения по месту временного проживания гражданин Хупени указал потайное место на балконе гостиничного номера, где в целлофановом свертке хранились предметы, добытые преступным путем. Потерпевшие опознали похищенное. Имущество возвращено владельцам. На период предварительного расследования, по окончанию производства которого материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу, обвиняемые содержатся под стражей. Печальная весть с дорог республики. Водитель иномарки погиб в результате ДТП, произошедшего в столице. Авария произошла на перекрестке улиц Дзидзария-Джонуа. Звонок в дежурную МЧС поступил 1 июня в 21:29. На защиту Родины состоялась торжественная церемония приведения к присяге новобранцев Абхазской армии. На протяжении месяца будущие защитники Родины проходили курс молодого бойца. Далее они будут распределены в воинские части и подразделения Министерства обороны Республики. На воинском плацу Министерства обороны Абхазии побывала и наша съемочная группа. Слово Ради Чачава. Для каждого призывника этот день особенный. Он останется в памяти навсегда и, быть может, даже станет началом нового этапа в жизни. Стоя на плацу, представ уже не просто молодыми людьми, преисполненными надежд и мечтаний о будущем, но и новобранцами абхазской армии, ребята, окруженные сослуживцами и родными, присягают на верность своей родине. Я считаю, что каждый мужчина, который себя считает мужчиной, должен отдать долг своей родине. Поэтому принял такое решение, что так будет намного правильнее. И пришел к тому, что на данный момент нахожусь здесь. Служить должен каждый, свою родину защищать, стараться для нее. Я считаю, что каждый должен, мужчина, служить, отдать долг своей родине. Торжественная церемония приведения к присяге – часть пути, на который эти юные ребята ступили еще месяц назад. Все это время они проходили курс молодого бойца, посещали занятия по строевой, физической, огневой подготовке и общевойсковым уставам. И впечатления от пусть и кратковременного, но полноценного погружения в военную среду у новобранцев остались исключительно положительные. Знаете как, это новый этап жизни. Тут узнаешь очень много интересного. Здесь разный контингент людей, по-разному все общаются. То есть много интересного можно здесь узнать. Поэтому советую всем ощутить это на себе и советую всем прийти к тому, что мы сегодня вот здесь стоим
защищаем, как говорится, свою родину и отдаем долг ей. Очень хороший опыт, очень много нового узнал, очень много полезного, многому научили нас. Как отметил командир роты учебного центра Алхаз Гамгия, среди новобранцев молодые люди со всех районов и городов республики. Однако в количественном соотношении лидируют Ачимчирский и Гудаутский районы. Естественно, это нелегкий путь для них. Они проходят курс молодого бойца. Это в первую очередь закаляет характер. Они много нового для себя узнают, многому обучаются в военной среде. И сегодня, вот спустя определенное время, они пришли к этому и сегодня принимают присягу и будут распределены в части и подразделения. Естественно, много разного они увидят в армейской среде. Каждый в разные подразделения будет попадать. Это те же артиллеристы, общевойсковики, танкисты и тому подобное. Очень много интересного им предстоит увидеть еще в армии, потому что много учений впереди у нас, и они, естественно, получат хороший опыт. О том, почему важно отдать долг родине и получить военную подготовку, можно говорить долго. Служба в армии приучает к дисциплине, ответственности, помогает приобрести необходимые навыки. Но все чаще эксперты отмечают общемировое падение интереса молодежи к службе в армии. Все больше молодых людей стараются избежать призыва, как принято говорить, откосить от армейской службы. По словам Алхаса Гамгия, проблема актуальна и для Абхазии. Динамику мы видим, то есть, условно говоря, если 5 лет назад призыв был намного лучше, сейчас все меньше и меньше людей хотят служить, много очень больных, которые по состоянию здоровья не могут служить, и это сказывается, естественно, но много тех, которые вообще не хотят служить. Традиционно на торжественной церемонии на плацу Министерства обороны Абхазии присутствуют родные и близкие призывников. Со слезами на глазах они наблюдают за принятием присяги, за своими сыновьями и братьями, дающими обещание отныне служить Родине. Такие смешанные. Не видела давно его. Соскучилась. Да, конечно, поддерживаю. Мне кажется, каждый парень, мальчик должен служить. Это, мне кажется, обязательство каждого мужчины. Скучать будете? Конечно, очень. Торжественная церемония, на которой новобранцы абхазской армии, приняв присягу, поклялись защищать свою родину, выдалась по-настоящему трогательной и эмоциональной. Теперь молодые бойцы, согласно распределению, отбудут в воинские части и подразделения Министерства обороны Абхазии. Рада Чачава и Нала Гухава, Абаза ТВ. Сумма начисления таможенных платежей в мае 2025 года составила 407,5 миллионов рублей при плане в 407,1 миллион рублей, сообщает ГТК. По итогам 5 месяцев текущего года таможенными органами начислено 1 миллиард 694 миллиона рублей, что в сравнении с показателями за аналогичный период 2024 года больше на 160,7 миллионов рублей. Общественный совет создадут при Минтуризма Абхазии, рассказал спутник, глава ведомства Астамур Лого. В совет войдут специалисты министерства, туроператоры, гиды и ательеры. В работе будут задействованы представители разных направлений бизнеса, связанных с турсферой, добавил министр. Новости культуры. Встреча творческих союзов Абхазии и России прошла в Абхазском драматическом театре имени Чанба. Во встрече участвовали заместитель министра культуры России Сергей Першин и министр культуры Абхазии Даур Ковы. По завершении встречи министр культуры Даур Ковы отметил, что уверен, встреча представителей творческих союзов Абхазии и России, состоявшаяся сегодня в Абхазском драмтеатре, даст хорошие плоды. Об этом он сказал журналистам по завершении встречи. Хочу поблагодарить наших коллег из Российской Федерации, с Министерства культуры за то, что, несмотря на их плотный график, действительно, да, сегодня отсюда к нам приехала очень представительная делегация. И сегодня у нас была возможность общения с представителями творческих союзов России и Абхазии. Почему это важно для нас? Сегодня я говорил на встрече о том, что мы продолжаем ту хорошую традицию, которая была в советское время. Мы не начинаем ничего нового. Мы продолжаем, мы развиваем в соответствии с течением времени, с новыми вызовами. И
И я уверен, что сегодняшняя встреча, она действительно в самое ближайшее время принесет нам ожидаемые хорошие плоды. Потому что, вот, как сказал Сергей Васильевич, вот сейчас у нас предстоит встреча с нашей молодежью творческой. И очень важно сегодня использовать те практики, те навыки, которые сегодня есть в Российской Федерации. Мы их будем применять уже и в Абхазии, и вот в Союзе, да, мы создадим очень хороший продукт, который вот действительно пойдет на пользу нашим народам. Вот поэтому еще раз хочу просто выразить огромную благодарность и уверенность в том, что у нас впереди будет очень серьезная работа и очень продуктивная работа. В Абхазии пройдет театральный фестиваль. Также отметил министр культуры Дауркова на встрече творческих союзов Абхазии и России, сообщает Апсный пресс. С такой инициативой он обратился к Бадре Гунба, и глава государства ее поддержал. Это очень важный диалог. На профессиональном уровне происходит укрепление взаимодействия, рождаются новые связи, появляются идеи новых проектов, сказал замминистра культуры России Сергей Першин журналистам по завершении встречи представителей творческих союзов Абхазии и России. Очень важный диалог. На профессиональном уровне происходит укрепление взаимодействия, рождаются новые связи, появляются идеи каких-то новых проектов, собственно говоря, в поддержку и развитие этой встречи. У нас сегодня также пройдет диалог между молодыми профессионалами отрасли культуры. С российской стороны это представители молодежного совета при Министерстве культуры Российской Федерации и не только. Со стороны Абхазии это большое молодежное творческое сообщество. Сегодня также у нас будет серьезный разговор с руководителями различных учреждений Республики Абхазия об эффективном управлении в сфере культуры. Мы поделимся нашим опытом Министерства культуры Российской Федерации в части реализации специальных образовательных программ и подготовки кадров, профессиональных кадров для сферы, для отрасли. Это очень важный, насущный вопрос не только для России, но и для Абхазии. Хибло Мукба назначена гендиректором Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанова. Соответствующий приказ подписал министр культуры Абхазии Дауркова. В Доме Москвы в Сухуми началась серия мастер-классов по живописи «Открываем мир», приуроченная к празднованию Дня защиты детей. Мастер-классы проводит художник-импрессионист Анатолий Аненков, член Союза художников России, Санкт-Петербурга, Москвы, член Географического общества России, преподаватель Российской академии художеств. Мероприятие организовано Домом Москвы в Сухуми при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского дома соотечественника. Несколько эпизодов сериала «10 историй о любви и смерти» Первый российский канал снимает в Абхазии. Пейзажи нашей республики идеально подошли для того, чтобы показать Колумбию, Южную Осетию, Чечню и Дагестан. На съемках одной из серий побывали наши корреспонденты. Репортаж Марьяны Котовой. В селе Губ идут съемки сериала «10 историй о любви и смерти». Автор идеи – мой коллега, журналист Семен Пегов. Прямо сейчас мы видели, как снимается эпизод из серии «Кровники» о двух чеченцах, которые во время чеченской кампании стали кровными врагами. Чтобы избежать кровной мести, один из них уезжает в Донецк. Но в 2022 году он понимает, что его кровный враг появляется в составе российской армии. Что делать дальше? Будем смотреть в сериале. Алена Писарева, креативный и ведущий продюсер сериала «10 историй о любви и смерти». Алена, расскажите, пожалуйста, это ваш первый фильм в Абхазии? Да, это первый проект в Абхазии игровой, который мы снимаем здесь. Автор идеи у нас Константин Воиченст и Семен Пегов. На основе его воспоминаний собрано 10 историй. Это 10 отдельных новелл со своим сюжетом, со своим кастингом, со своими локациями. И вот несколько локаций из этих серий мы снимаем здесь. Как выбирали место? Это такой не самый очевидный уголок Абхазии. Ездили, смотрели,
Где-то нам помогали местные жители подбирать локации, где-то мы сами поворачивали, заныривали, говорили, давайте сюда. О, вот это здорово, вот здесь красиво, а давайте здесь. Количество дублей каждой сцены зависит от наполненности эпизодов. Сейчас мы проникли на саму съемочную площадку между дублями и поговорим со вторым режиссером сериала, узнаем о том, какие особенности съемок в Абхазии. Дарья Голубева. Даша, расскажите, пожалуйста, чем особенно Абхазия в плане съемок? Слушайте, ну, на самом деле здесь очень живописно, и мы смогли здесь совместить сценарно и Колумбию, и Чечню, и, как видите, в данном случае это Дагестан, и Северную Осетию, и что же мы еще тут снимали? Колумбия, Чечня, Северная Осетия, Дагестан, по-моему, все, вот эти все эпизоды, вся предыстория серий, которые начинаются в этих странах и городах, переехала в Абхазию, потому что здесь и природа, и архитектура, и множество факторов сошлись в одно. Морды в пол, работает спецназ! Удалось нам пообщаться и с оператором-постановщиком сериала «10. История любви и смерти» Денисом Саидовым. Сейчас я хочу у него спросить, как работается в таких сложных световых условиях, или они всегда сложные, независимо от съемочной площадки? Ну, вообще, в принципе, они всегда сложные, но в данном случае смена погоды была настолько частой, я имею в виду, особенно если мы поднимались куда-то в горы или около воды, или еще где-то. То есть у нас сегодня обещали дождь, ливень, мы готовились к этому, а получается что? Я не могу открыть глаза, потому что лупит солнце. Но мы находим всевозможные уловки, чтобы это все было. Ну, понятно, что постпродакшн, точнее цветкоррекция нам поможет, но мы с этим справляемся. В чем особенности работы в Абхазии? Есть какие-то принципиальные различия от других площадок? Что бы вы могли выделить? Ну, что касаемо Абхазии, вообще я здесь, в принципе, первый раз, да, и очень доволен тем, что я сюда приехал, но мы сюда, в общем-то, ехали за бамбуком, как это ни странно звучит, потому что нам нужно было колумбийский, значит, история, у нас есть там часть истории, и бамбук был только здесь, но так как у нас еще есть чеченская отдельная история и всевозможные другие, у нас здесь есть, пожалуйста, горы, у нас есть горная река, все то, что нам, собственно говоря, все то, что мы не найдем в Москве, в Подмосковье или в ближайших каких-то других городах. В съемках сериала принимают участие и местные актеры. Сейчас мы спросим, как им сниматься в сериале, который покажут по Первому каналу. Ребята, расскажите, как ощущения? Здравствуйте. Здравствуйте. Все чудесно, все прекрасно, все всем нравится. Не знаю. Да, очень интересно сниматься на самом-то деле, новые впечатления, потому что мы как бы в первый раз. Интересно, как этот процесс вообще происходит в целом. Что-то новое для себя открываем, какие-то знакомства, какие-то новые вещи. Интересно, познавательно. Не тяжело в такую жару, в полном обмундировании? Я вижу, что даже смотреть на это тяжело. А как играть? Ну, тяжеловато, конечно, но сам факт, как бы, когда интерес есть, там на трудности уже никто не смотрит. Еще один участник съемок – Рауль Квициния. Участник специальной военной операции, а сейчас и актер. Рауль, расскажите, пожалуйста, как вас угораздило из боевых действий в боевые действия, но уже на экране? Да, вот как-то вот друзья попросили, более, чтобы было реальнее, как бы, так, сняться в фильме военном. Вот боевиков снялись в фильме. Сейчас снимались мы здесь боевиками чеченцев, а до этого боевиками Минского легиона. Ну, как бы так, бегали, прыгали, стреляли. То есть, получается, вы примерили на себя роль с разных сторон, да? Да. И какие ощущения? Нормально. Нам не привыкать, конечно. Просто в жизни оно по-другому, здесь все по-другому. Андрей Головков, режиссер-постановщик сериала «10. История любви и смерти». Сейчас мы спросим об особенностях съемки именно этого эпизода, который мы можем наблюдать сейчас прямо в селе Губ. Андрей, расскажите, что вот здесь вот интересного, какие-то, может быть, с точки зрения режиссуры, какие-то сложности, какие-то вызовы перед вами открылись? В данный момент мы снимаем леса и горная местность Дагестана. Вот. Натура – это как отдельный персонаж, это фон горной реки, гора по фону, то есть как бы здесь особо не добавить, не прибавить. Такие вещи как бы мало где встречаются, скажем так. Вот, поэтому в этом плане нам натура помогает. А особенности, да, как бы не могу сказать, что это сложно, это интересно и захватывающе, то есть такая батальная экшн-сцена со множеством взрывов
и с обстрелом, скажем так, с разоблачением бандформирования чеченских боевиков. После того, как съемки завершатся, весь материал отправится на постпродакшн. Это займет еще несколько месяцев. Зрители смогут увидеть сериал «10 историй о любви и смерти» на Первом канале осенью этого года. Мы в Абхазии тоже будем его ждать для того, чтобы посмотреть на все эти замечательные кадры, свои родные пейзажи. Марьяна Котова, Влад Шамин. Специально для Абаза ТВ. Памяти первого президента Абхазии Владислава Арзенба посвящается республиканский турнир по карате до Сита-Рю и рукопашному бою, торжественно открывшийся 31 мая в поселке Агудзера. В турнире принимали участие около 100 спортсменов из районов Абхазии. Чемпионат Кубок Победы, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Пицунде 30 мая. О ходе, участниках и итогах турнира в репортаже Алисы Адлибо. Пансионат «Литфонд» встретил спортсменов со всей Абхазии для участия в играх Кубка Победы. Чемпионат проходит в нашей республике вот уже 6-й год подряд. Как отмечает один из его организаторов, Сергей Фомин, одной из целей спортивного мероприятия является прививание младшему поколению понимания, что быть спортивным – это модно. Госкорпорация «Росатом» и мы все искренне считаем, что здоровье нашей молодежи – это ее будущее. Поэтому мы не говорим детский спорт, мы говорим детская физическая культура, мы говорим здоровый образ жизни. Культура здоровья. Вот это сегодня, наверное, самое главное, что мы хотим своими программами прививать. Поэтому наша работа строится не только из серии уже системной практических соревнований по баскетболу, 3-3 вот сегодня проходит, по футболу, по теннису, по шахматам. Мы хотим, чтобы мы своей системой добавили систему в государственную политику Республики Абхазия. В соревнованиях участвуют баскетбольные команды юношей и девушек из Сухума возрастной категории до 17 лет. Футбольные коллективы, такие как «Гагра», «Кераз», «Рица», «Динамо», состоящие из воспитанников 2016 года рождения, а также теннисисты, входящие в состав национальной сборной Республики Абхазия 2010-2011 года рождения. Сергей Фомин отметил, что в сентябре планируется открыть в Сухуме многофункциональный стадион для игровых видов спорта. Открытие может быть приурочено ко Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Поэтому, если подытожить, хочу сказать, что программа это только в начале пути, что мы обязательно будем расширять диапазон программы, потому что сегодня у нас уже есть, и мы проводим в наших городах новые IT виды спорта, такие как фиджитал баскетбол, фиджитал футбол, фиджитал хоккей. И будем обращать внимание здесь. Я думаю, что в сентябре проведем этот турнир. Я думаю, что мы серьезно посмотрим на новую спортивную дисциплину, спортивное программирование, где как раз-таки есть культура общения с гаджетом. Это и информатика, это и хакатон, это и робототехника и так далее. По итогам игр Кубка Победы первое место в своих видах и возрастных категориях у Доната Шинкуба, Баграта Амичба, Леона Джинджоли, Нестора Аргун. Среди девочек золото у Сарии Кирия, Арины Нормания, Ирины Харабуа, Сандры Джоджуа. Алиса Адлиба, Музафар Астанов, Абаза ТВ. Необычная свадьба на стадионе «Динамо» в Сухуме. Детские футбольные тренеры из Москвы Дауд Когони и Полина Малиновская решили официально оформить отношения прямо на футбольном поле в окружении друзей, семьи и юных воспитанников пары. Как это было в репортаже Заура Кварчия. На стадионе «Динамо» в Сухуме сегодня не матч, а свадьба, причем по-настоящему футбольная. Абхазский тренер Дауд Когони и российская футболистка Полина Малиновская сказали друг другу «да» прямо на газоне, где обычно решается исход игры. Вместе с ними дети в форме, флаги и гимны Лиги чемпионов России, Абхазии и даже КОНИФА, Международной футбольной федерации, объединяющей команды без официального статуса.
Регистрация прошла прямо на поле в окружении друзей, семьи и юных воспитанников пары. Мы учились в одном институте и вместе играли за сборную института. Я за мужскую, но она, соответственно, за женскую. И на одном матче у нас есть общая знакомая, ее однокурсница, она у нас фотограф. Я увидел, что она стоит с девочкой красивой, мне очень она понравилась, и я взял контакты, записались и встретились на игре. Она пришла еще на один наш матч, и с тех пор вот она на каждом моем матче присутствует. После официальной части мяч, ворота и импровизированный матч. Полина в атаке, Дауд на воротах. Первый гол в статусе супругов уже в активе невесты. Поздравить молодых приехали друзья из Москвы, где пара живет и работает тренерами. Их объединяет не только футбол, но и многолетняя дружба, доверие и желание идти по жизни одной командой. Мы дружим с Полиной очень долго, с 9 лет. Играли в футбол вместе, вот, поэтому как бы она посчитала нужным, что я должна ее сопровождать. Ну, она тоже очень такая вот переживательная. Там пошло не так, если там пошло не так, все, она начинает стрессовать, поэтому как бы я ее поддерживаю, вот, но мы стараемся все держать в руках, все в кулачках. Я присутствую на абхазской свадьбе впервые, и я бы, наверное, и сам бы себе такой же сделал церемонию, потому что сам тоже футболист, поэтому, я думаю, любой футболист где-то в душе мечтает на стадионе провести церемонию бракосочетания. Мне вообще очень все нравится, прям топ. Очень рад, что вот наконец-то он созрел и сделал этот шаг во взрослую жизнь. То, что это происходит в такой вот необычной атмосфере, так это вообще прям, знаете, дополнительные эмоции вызывает, радости. Молодожены планируют остаться в Москве, но не исключают переезда в Абхазию в будущем. Здесь, где начался их новый матч и где уже точно забит главный гол в жизни. Что пожелаете молодым? Я желаю крепкой любви, много побед, так как футболисты, и оставаться всегда счастливыми. Чтобы они друг друга слушали и слышали, чтобы у них не было никогда никаких ссор по мелочам, это вообще не нужно в семейной жизни, чтобы они очень крепко и долго любили друг друга. Взаимопонимание, благополучия, семейного тепла, и дай Бог, чтобы они долгую счастливую жизнь прожили. В футболе, как в браке, важна командная игра. Главное не нарушать правила и играть друг за друга. Тогда и победа общая. Заур Кварджа, Тимур Гогохя, Валерий Квиквискири, Абазатовы. Абхазия примет участие в 7-м международном форуме юных олимпийцев и первой международной летней спортивной игре школьников стран Шанхайской организации сотрудничества в Выборге. Республику будут представлять команды баскетболистов и волейболистов, рассказал «Спутник» главный тренер баскетбольной команды «Крылья Абхазии» Дмитрий Чартия. Соревнования будут проходить до 8 июня. В них выступят игроки в возрасте до 24 лет. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 3 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погоды. Ночью и утром туман, днем ближе к вечеру местами возможен кратковременный дождь. Атмосферное давление повышенное, ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью 13-18, днем 18-23. Температура морской воды плюс 20, волнение морской воды умеренное, относительная влажность воздуха 70-90%.
На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.